Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире передача «Первая помощь». С вами Елизавета Алексеева. Сегодня в нашей передаче мы будем говорить об одном из заболеваний мочевыделительной системы у детей – об остром цистите. Цистит – это микробно-воспалительный процесс в стенке мочевого пузыря. В норме слизистая оболочка мочевого пузыря обладает достаточно высокими защитными свойствами, и при заносе микроорганизмов в пузырь цистит развивается далеко не всегда. Закреплению микроорганизмов на слизистой и возникновению заболевания способствуют дополнительные предрасполагающие условия. Это нарушение нормального тока мочи, то есть застой мочи при нерегулярном опорожнении мочевого пузыря, различные врожденные аномалии, затрудняющие выход мочи из мочевого пузыря, функциональные расстройства, такие как нейрогенный мочевой пузырь, нарушение защитных свойств клеток слизистой оболочки мочевого пузыря отмечаются, когда в моче постоянно присутствуют соли, оксалаты, ураты, фосфаты, а также при гиповитаминозе и при длительном приеме лекарств. Снижение общих защитных сил организма при переохлаждении, хроническом переутомлении, стрессах, тяжелых инфекциях, частых простудах. Также цистит может возникнуть при недостаточном поступлении к слизистой мочевого пузыря кислорода и питательных веществ, при нарушениях кровообращения в органах малого таза, например, при опухолях, хронических запорах, длительном обездвиживании или недостатке движения, например, при постельном режиме после травмы или операции. Цистит редко встречается у новорожденных и грудных детей. Основной пик заболеваемости приходится на возраст от 4 до 13 лет. У девочек острый цистит встречается в 6 раз чаще, чем у мальчиков. Это связано с анатомофизиологическими особенностями организма девочек, а в подростковом возрасте с гормональными и иммунологическими перестройками. Начало заболевания часто связано с нарушением гигиены, переохлаждением или возникает как осложнение инфекций другой локализации – ОРВИ, отита, гайморита и других инфекций. Острый цистит характеризуется частым и болезненным мочеиспусканием, болями или дискомфортом внизу живота и в наружных половых органах. Нередко ухудшается сон, дети становятся вялыми, малоподвижными, вынуждены мочиться каждые 20-30 минут. Их беспокоят резкие боли при мочеиспускании. Может быть в конце мочеиспускания выделение 1-2 капель крови. В некоторых случаях у ребенка может болеть низ живота. Ребенок начинает плакать, становится расстроенным, когда хочет в туалет, держится за низ живота. Возможны ложные позывы к мочеиспусканию, когда ребенок хочет в туалет, но не может сходить. В некоторых случаях у ребенка может возникнуть недержание мочи. Моча меняет цвет, становится мутной, меняет консистенцию, имеет неприятный запах. Распознать цистит у ребенка иногда бывает достаточно сложно. Во-первых, потому, что ребенок может просто не жаловаться на недомогание. К сожалению, дети так же, как и многие взрослые, очень боятся врачей. Они понимают, что если у них что-то болит, это означает визит к доктору. Поэтому со стороны родителей очень важно спрашивать ребенка о его самочувствии. Кроме того, некоторые дети не могут пожаловаться на плохое самочувствие просто потому, что не умеют разговаривать в силу возраста. Однако распознать болезнь нужно как можно быстрее, иначе могут возникнуть осложнения. Если ребенок еще не умеет разговаривать или не умеет выражать жалобы, по языку тела легко понять, что с ребенком что-то не так. Если ребенок грудного возраста, возможно наличие общих симптомов, таких как рвота, тошнота, подъем температуры тела. При этом температура может оставаться стабильно высокой в течение нескольких дней. Вот некоторые рекомендации, которые помогут облегчить симптомы болезни и ускорить выздоровление. Это покой. Уложите ребенка в постель. Измерьте температуру. Если температура повышена, то необходимо ее сбить. Нужно исключить прогулки или гулять с малышом только в коляске. Откажитесь от подвижных игр хотя бы в первые 2-3 дня болезни.
Это довольно сложно сделать, ведь как только состояние ребенка улучшается, он начинает скакать по постели. Его невозможно уложить. Постарайтесь найти спокойные игры, читайте книги, смотрите мультфильмы, собирайте конструктор и так далее. Никаких грелок на живот, горчичников, теплых ванн при остром цистите применять нельзя. Идти нельзя в сауну, парилка также противопоказана. При цистите болезнетворные микроорганизмы активно размножаются на слизистой оболочке мочевого пузыря. Уменьшить их количество можно с помощью частого мочеиспускания. При этом бактерии вымываются из пораженного органа. Для этого нужно обеспечить ребенка обильным питьевым режимом. Нужно давать малышу пить то, что он хочет. Компоты, морсы, молоко, разбавленные соки, воду, сладкий чай. Тогда выздоровление наступит гораздо быстрее. Важно соблюдать щадящую диету. Соль и различные специи проникают вместе с мочой в мочевой пузырь, раздражая его слизистую оболочку. Кроме того, нужно обеспечить ребенку сбалансированное и разнообразное питание. В рационе малыша каждый день должны быть молочные продукты, овощи, фрукты, мясо, крупы, зелень. В борьбе с циститом полезно есть кисломолочные продукты. Необходимо тщательное соблюдение гигиены, поскольку вместе с мочой ребенка выводится огромное количество бактерий. Нужно чаще менять белье и подгузники, подмывать ребенка каждые 6-7 часов и после каждой дефекации. Обратиться к врачу следует в день возникновения симптомов, в крайнем случае на следующий день. Антибактериальные препараты должен назначать лечащий врач. Их не следует принимать самостоятельно. Важно понимать, что неадекватная, несвоевременная терапия острого цистита способствует переходу его в хроническую форму и о профилактике возникновения острого цистита у ребенка. Для профилактики необходимы регулярное опорожнение мочевого пузыря и кишечника, достаточное потребление жидкости. Любые бактерии имеют склонность к распространению по организму, поэтому необходимо своевременное лечение инфекционных заболеваний, включая кариозное поражение зубов. Важно следить за гигиеной ребенка, своевременно подмывать, своевременно менять белье, и запрещается использовать общее полотенце. О том, как в лаборатории делают анализы мочи, подробно расскажет биолог-лаборант Оксана Федоровна Иванова. Лаборатория – это вспомогательная служба для клиницистов. В нашей лаборатории делаются множественные анализы, общеклинических и гематологических. Один из общеклинических анализов является общий анализ, очень распространенный общий анализ мочи, который может помочь в постановке диагноза цистита и других заболеваний. Больной приносит по направлению врача в баночке мочу и оставляет на подносе. Лаборант забирает с направлением баночку, разливает под определенным номером, который на пробирке пронумеровано, разливается с помощью тест-полосок сухой химии, пропускается через мочевой анализатор, который выдает 11 параметров, что очень сокращает время лаборанта. Мочевой анализатор в течение минуты анализирует и выдает готовый результат. В общий анализ мочи входят физические свойства, химические, микроскопические. Это количество, плотность, цвет, запах, микроскопия. При заболевании цистит изменяются некоторые параметры. Это pH, может измениться мутность и микроскопия. В микроскопии определяются лейкоциты, эритроциты, слизь. Может появиться незначительное количество белка, которое может выдаваться слизью. Слизь появляется защитную реакцию организма на заболевание. Могут быть изменить цвет бактерии и хлопья, эпителий, переходный эпителий, который выслан мочевым пузырем. По результатам мочи, которые выдает мочевой анализатор, доктор может узнать состояние больного и на этом основании вынести свой вердикт. Все результаты готовые идут
по назначению к тем специалистам, которые были написаны на направлении. Здесь делаются физические и химические свойства, и на 4-й этаж лаборант относит микроскопировать. При микроскопии он может увидеть цилиндры, в очень редких случаях лейкоциты, эритроциты, макрофаги, если они запущенные заболевания, эпителий, переходный эпителий, может быть при цистите, бактерии, где написано лейкоциты просвечиваются, и нитриты положительные. Нитрит – это говорит, что есть бактерии, что уже подразумевается вот один из видов, это может быть даже цистит. Наша передача подошла к концу. До свидания. Берегите себя и своих близких.